лесным и проселочным дорогам из далеких таежных ночлегов Якутии потянулись живописные кавалькады. Красивые наряды женщин, богатые убранства коней вызывают гордость и восхищение народа. По старинному обычаю лучших лошадей привязывают к навязи. Золотом, серебром, разноцветным бисером переливается на солнце добротная сбруя. В прошлом Исаак использовал с тайонами шаманами в своих классовых целях. Освобожденный от религиозно-обрядового содержания, в новых социалистических условиях, Исаак стал подлинно народным праздником, днем смотра физических и духовных сил якутского народа, средством его политического воспитания. Исаак открывается митингом, на котором подводятся итоги трудовых успехов. Собравшихся приветствует с праздником второй секретарь Якутского обкома партии товарищ Попов. Открывая традиционное кумысопитие, старейший колхозник Иван Иванович Говоров превозглашает здравицу. Люди солнечного мира, свободные якуты, пусть ударная работа ваша да вознаградится, пусть изгороди ваших конюшен да расширится, пусть богатство в хозяйстве да умножится, пусть здоровой вырастет наша молодежь. За великого вождя, отца якутского народа, товарища Сталина, за изобильную нашу жизнь. Пенится жирный кумыс, хмельной и веселый. Кумысопитие в разгаре. Лучшие рекордсмены республики демонстрируют свои достижения. Выходят помериться силами любителей национальной борьбы. Излюбленные зрелища, конские скачки. Победа приносит славу не только наезднику, но и колхозу, сумевшему вырастить быстрого скакуна.
Ахи точно в зеркале отражается душа якутского народа, его экономика и культура. Новый век на севере сияет, победило солнце непогоду, и народ России помогает моему якутскому народу. По дорогам ленинским великим, по путям победы величавой, вождь народов Сталин солнцеликий нас ведет для подвигов и славы.